В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Глава Якутии навестил проходящих лечение участников СВО в Приморском крае. Работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий Якутска ведутся в усиленном режиме. Запись детей в первый класс стартует в республике с 1 апреля. В царстве вечной мерзлоты обновили ювелирную экспозицию. Свыше 100 спортсменов-любителей участвуют в чемпионате Якутии по лыжным гонкам. Военнослужащие по призыву не будут отправляться в зону специальной военной операции. Контрактников и мобилизованных достаточно для решения поставленных задач. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цыплянский. Весенний призыв в этом году пройдет в обычные сроки с 1 апреля по 15 июля и коснется 147 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. При этом впервые оповещать призывников планируется в том числе в электронном виде. Глава республики встретился с ранеными бойцами, участниками специальной военной операции из Якутии, проходящими лечение в военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота во Владивостоке. Айса Николаев расспросил бойцов об их самочувствии, осведомился об условиях лечения и реабилитации. Якутяне рассказали, что в многопрофильном клиническом лечебном учреждении получают всю необходимую медицинскую помощь и выразили благодарность за поддержку родной республики. Глава отметил, что в Якутии организована комплексная медицинская и социальная реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей. Профессор в области психологии с мировым именем в Якутске. Александр Рязанцев, профессор, директор Института системных технологий и консультирования города Санкт-Петербурга, провел курсы повышения квалификации для педагогов-психологов, классных руководителей, социальных педагогов и заместителей директоров по воспитательной работе. Тема – забота о детях из зон военных действий, развитие специфических компетенций у значимых взрослых и помогающих специалистов. Курсы прошли в течение 3 дней. Далее, со 2 апреля по 7 профессор проведет аналогичные курсы уже в дистанционном формате. Обязательно это связано с тем, чтобы дети не думали о суицидных мыслях, чтобы они их не вынашивали, чтобы они не думали, что будущее прекратилось, а наоборот нашли с помощью специалистов построение своего личного, безопасного, счастливого будущего. И такой семинар для специалистов очень важен, потому что опыт показывает, что мало кто знает, каким образом надо работать, действовать в этих условиях. В Алекминском районе проверили готовность к паводку и лесопожарному периоду. Алекминск посетила межведомственная рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям республики. В рамках мероприятия на территории района было проведено командно-штабное учение по действию органов управления Алекминского звена РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем и природными пожарами, а также осмотр сил и средств. По итогам работы межведомственной рабочей группы составлен анализ по проведенному командно-штабному учению. С природной стихией сталкивается в виде паводка ежегодно. И сегодня те тревожные моменты, которые присутствуют по данным на сегодняшний день, конечно, мы уже отработали с властями района и муниципальных образований. И сегодня тоже в командно-штабных учениях район показал, что в принципе ситуацией они владеют и готовы справиться. Спасательные службы Якутии готовятся к весеннему ледоходу на Лене и в Ленском районе. В городе работает республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она проверила готовность МЧС, ГИМС, врачей, дорожных служб, техники и защитного сооружения. До 20 апреля службы очистят дамбу от снега и проверят водопропускные сооружения. Зачернение и распиловку льда на реке Лени начнут в первые дни апреля. К середине месяца Гидрометцентр Якутии озвучит ожидаемые сроки вскрытия рек. В городе готовят пункты временного размещения граждан и системы оповещения. В этом году были сосредоточены большие снегозапасы, что тоже нехорошо влияет на паводок в целом.
толщина льда в определенных местах разнится. Где-то потолще, ну, в пределах средних многолетних значений. Это где-то метр, метр 20. Прогнозировать прохождение самого половодья сейчас очень сложновато. Ведь это же природа, она непредсказуема. По данным синоптиков, минувшая зима стала самой снежной за всю историю наблюдений, а ее последствия коммунальщикам столицы приходится в буквальном смысле разгребать. О том, как идет очистка улиц столицы от снега и куда свозят весь убранный снег, в материале Петра Васильева. С первых дней марта жители столицы наблюдают на улицах десятки рабочих в оранжевых спецовках и работающую без перерыва специализированную технику. Столичные коммунальные службы справляются с последствиями аномально-снежной зимы. Всего в работах задействовано порядка 100 единиц техники и 60 человек. Уровень снежного покрова в этом году побил многолетние рекорды и составил 56 сантиметров. Ежедневно с улиц и дворовых территорий вывозится до 11 тысяч кубических метров снега. Сначала планируем, получается. По дорогам у нас грейдера работают. Готовим вал и вывозим уже нашей техникой. В сутки нами вывозится более 5000 кубов снега. Так, с 10 октября у нас по сегодняшний день вывезено 593 тысячи уже кубов снега. Мети очень сложные. На 500% уже больше по сравнению от 100%. В том году было 300%, в этом год уже 500%. Как же все-таки организован процесс вывоза снега в Якутске? Городские коммунальные службы убирают снег с прибордюрной и проезжей части улиц. Дворы, подъезды, детские площадки убирают подрядные организации УК и ТСЖ. С внутриквартальных тротуаров убирают муниципальные дворники. С крыш многоквартирных домов управляющие компании, с частного сектора вывозят снег сами владельцы. При этом весь убранный снег централизованно свозится на городской полигон складирования на улице 50 лет Советской армии. Его местоположение выбрано не случайно. Рядом нет крупных жилых секторов и промышленных предприятий, а после оттайки снега на месте полигона проведут откачку воды. Масштабы полигона без преувеличения поражают. 6,5 гектар снега. Это почти 10 стадионов Туймада или Юность. Ну а в высоту это все уже достигло 10-15 метров, сравнимо с пятиэтажным жилым домом. По последним данным, с улиц столицы республики с начала сезона уже вывезли более 588 тысяч кубометров снега. И, как отмечают специалисты, это еще не предел. Ежедневно цифра приближается к рекордной отметке в 600 тысяч кубометров вывезенного снега. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске пенсионерка затрещена в собственном доме. Аварийный дом, в котором она проживает, буквально тонет в канализационных и талых водах. Ей приходится спускаться с 2-го этажа через окно, чтобы как-то выбраться из квартиры. В этом удостоверилась и наш корреспондент Светлана Амосова. Без резиновых сапог Анфиса Конюхова не выходит из дома. Попасть в свою квартиру для нее – это целое испытание. Если в подъезде воды больше длины сапог, то она поднимается в квартиру с помощью этой лестницы. По лестнице вот так. Вот. Вот. Лестницу помогли поставить бывшие соседи, когда пенсионерка обратилась к ним за помощью. В тот день она не смогла выйти с подъезда на работу. Лестница, установленная под окнами Анфисы Михайловны, не достает до самого окна, поэтому бабушке приходится прямо забираться к себе домой. Более того, данная конструкция не вызывает к себе доверия. Оно очень ветхое и в любой момент может обрушиться. Многоквартирный деревянный дом по улице Дальняя, 82 уже давно топит канализационными и талыми водами. Но в этом году ситуация усугубилась. Уровень воды местами выше колена, так как снег с территории двора никто не вывозил. После многократных обращений жильцов откачивать воду приехала фекальная машина, а также управляющая компания установила насос. Вчера, говорят, 4 раза качали. Все на этом. Там вода вообще не ушла. Еще больше стало. Снег-то тает. Когда воды становится немного меньше и появляется возможность в сапогах пройти домой, Анфиса Конюхова переодевает ботинки прямо на улице. Вот так вот. И пошла бабушка. И спокойными шагами, не торопясь, преодолевает все препятствия. Бабушка признается, что очень устала от этого. Более того, 3 месяца назад она потеряла мужа. И теперь со всеми трудностями справляется одна. Очень хочу, чтобы... Ну, может, мне осталось год-два жить. Хочется жить в благоустроенном доме, туалет, все вот это заиметь. Я неужели не заработала?
Я заработала 23 года. Вот я папе работаю кондуктором. Деревянный дом был признан аварийным в 2016 году. На сегодняшний день не расселены еще 7 квартир. Сейчас в прокуратуре республики проводится проверка по соблюдению жилищных прав граждан, а также приняты меры на защиту прав жильцов. По результатам их рассмотрения принято решение о переселении жильцов в новый многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию в марте 2023 года. Фактическое восстановление прав собственников и нанимателей квартир данного дома находится на контроле прокуратуры республики. Квартиры будут выданы в квартале «Звездный». Сейчас там идет приемка, и после ее завершения жильцы смогут получить ключи от новых квартир. Светлана Амосова, Джулс Накентьев, Якутск. На итоговой коллегии Министерства здравоохранения Якутии лучшим работникам вручили ведомственные награды. Как отметила министр Лена Афанасьева, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и мощнейший всплеск заболеваемости в начале прошлого года, оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи оставалось приоритетом для всей отрасли. А главной задачей здравоохранения остается снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни якутян. Повышение доступности и качественной медицинской помощи. В рамках коллегии в течение недели мы впервые проводим образовательные семинары для наших коллег, руководителей, потому что мы понимаем, что работа врача – это практически всю жизнь учиться. И все новые тренды, направления мы даем именно на таких семинарах. И, конечно же, хочется, чтобы работа была все лучше и лучше. Есть над чем работать. Работники агропромышленного комплекса с непрерывным трудовым стажем 5 лет имеют возможность отдохнуть в Алтайском крае. Заключен госконтракт между Минсельхозом региона и курортом Белокуриха об оказании услуг по санаторно-курортному лечению. Сейчас идет прием заявлений. Отмечу, что 80% стоимости путевки Минсельхоз оплачивает за счет бюджета. Остальную часть сам работник или его предприятие. Продолжительность лечения – 2 недели. В стоимость путевки входит проживание, 3-разовое питание, а также процедуры. Отметим, что работники АПК могут подать документы через единый портал государственных и муниципальных услуг, через почтовую связь, а также в МФЦ. Документы принимают и лично в здании Минсельхоза. Все желающие наши труженики села могут получить льготные путевки. При этом они должны выслать секретарю документы в количестве 4 единиц. Первое – это у нас заявление. А второй документ – это паспорт, третий документ – трудовая книжка, и четвертый, самый важный документ – это справка соответствующей формы с медицинской организации района. Работнику предъявляется требование о наличии непрерывного стажа в количестве 5 лет и требование о том, что данный работник может иметь право пользоваться данным путевкой только 1 раз в 2 года. Якутская телебашня включит архитектурно-художественную иллюминацию в рамках акции «Зажги синим» 2 апреля с 20 до 21:00 по местному времени. Целью мероприятия является привлечение общественного внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети. В Якутии ежегодно акцию проводит благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал». Прием заявлений для записи детей в 1 класс начнется 1 апреля в республике. Это можно будет сделать через госуслуги. Зачисление пройдет в 2 этапа. Так, с 1 апреля по 30 июня оно состоится для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы на закрепленной территории, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. С 6 июля до 5 сентября можно подать заявление в школу, которая не закреплена за адресом. В 1 классы принимают детей от 6,5 до 8 лет. Теленка бизона, который родился прошлым летом в парке «Живые алмазы Якутии», отправляют в Сунтарский улус. Его обменяют на юную самку. А в конце февраля после зимней спячки проснулись медведи. Наши мирнинские коллеги расскажут, как животные пережили зиму.
На днях в парке «Живые алмазы Якутии» ожидают пополнения. Но нет, никто из животных не в положении. Сюда из Хангаласского улуса доставят самку бизона. Этого малыша, который родился здесь летом 2022 года, отправят в Сунтарский улус в Бизонарий. 8-месячный бизон считается достаточно взрослым и в брачный период может конфликтовать с отцом. Чтобы этого избежать, руководство парка решило обменяться животными. А месяц назад местные медведи Умка и Леха вышли из спячки. Перенесли недельную голодовку, чтобы желудок очистился. И уже питаются привычными рыбой и мясом. Зима была очень холодной, до минус 55 здесь доходило, но перезимовали хорошо. Сейчас потеплело, и у животных настроение как будто даже поднялось. Посетителей становится больше. Некоторые даже привозят медведям свежую рыбу, мясо, сгущенку. Наверное, нет ничего, что они не едят. И фрукты, и овощи. Только парнокопытных строго запрещено хлебом кормить. Алроса поддерживает природный парк с начала его существования. На днях алмазодобывающая компания продлит спонсорское соглашение до 2026 года. Каждый год живым алмазам будут выделять по 4 миллиона рублей. Деньги направляют на содержание животных. А это семьи бизонов, изюбры, яки, олени, лось, якутские лошади, медведи, западносибирские лайки, кролики, голуби и индийские павлины. Сейчас природный парк «Живые алмазы Якутии» перешел на летний режим работы. Покормить и сфотографироваться с животными можно ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Билеты для взрослых стоят 200 рублей, для детей 100 рублей. Анна Винокурова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». В Якутске подвели итоги Республиканского собрания общественности ТУМУ. Мероприятие проводилось с целью сохранения и укрепления традиционно-духовно-нравственных ценностей населения. Напомним, что собрание проходило на 11 площадках. Проводились различные семинары, съезды, круглые столы для участников общественности. На собраниях рассматривали вопросы стратегического развития идей патриотизма в стране. Организаторами данного форума являются Министерство культуры совместно с Институтом геокультурного развития Якутии. И глава республики Арсений Сергеевич дал поручение, чтобы мы обсудили этот указ. И также он в своем послании в Вильтюмен говорил о том, что необходимо создать республиканскую программу по укреплению, сохранению духовно-нравственных наших ценностей, российских ценностей, наших ценностей. Это очень важно подчеркнуть. И вот буквально вот эти 2 дня, вчера мы здесь в Сахатеатре дали старт-площадку, назвали. И вчера и сегодня в 11 площадках, в разных форматах, дискуссионных площадках, круглые столы и разных таких форматах провели такой очень большой разговор для того, чтобы подготовить эту программу. В Якутске состоялось открытие уникальной выставки «Мир музыки глазами коллекционера». В экспозиции впервые представлены экспонаты из частных коллекций. Всего принимают участие 8 коллекционеров из разных районов республики. Посетители могут увидеть разнообразие форм колокольчиков, свистульки с отдельной историей, открытки разных эпох и стран, а также коллекцию магнитов, значков, статуэток, песенников и дисков. Выставка будет работать до 30 апреля в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Тут представлено несколько разных коллекций. Это и фантики, и свистульки, и колокольчики, и статуэтки, даже есть елочные игрушки. Все это связано с музыкой. Очень интересная коллекция музыкальных инструментов исторических, то есть народных, наших северных народов. Есть, конечно, и алтайские токарины. Это коллекция Саркелана Адамовой. Открытие обновленной экспозиции ювелирной компании КРГ состоялось в туристическом комплексе «Царство вечной мерзлоты». Выставка представляет из себя собрание скульптур, выполненных с национальным якутским колоритом. Особенностью экспозиции стала прямая трансляция ее открытия, которая впервые велась из «Царства вечной мерзлоты». Подробности в следующем материале. Вселенная, солнце, сундук с сокровищами, медвежья шкура, запряженная лошадь. Экспонаты обновленной выставки связаны между собой и представляют собой цельную картину. Мастера создали изо льда скульптуры, отражающие элементы якутской культуры. Здесь также представлена ледяная копия наряда «Небесная невеста», созданного по эскизам и под руководством известного модельера Августины Филипповой, который в прошлом году удостоился гран-при престижного фестиваля в Санкт-Петербурге.
Мастера с особой тщательностью воссоздали все элементы и мельчайшие детали костюма, в основе которого лежит философия народа Саха, его традиции, узоры и орнаменты. Экспозицию создал известный по всему миру мастер ледовых скульптур с 30-летним стажем Александр Шадрин со своими сыновьями. По признанию создателя, на работу ушло более 10 дней. Ювелирное искусство очень тяжелое и очень кропотливое, поэтому постарались все это передать из льда. Открытие экспозиции транслировалось в прямом эфире в социальных сетях. Это первый случай в истории, когда появилась такая возможность. Специально для этого организаторы экспозиции провели к площадке проведения мероприятия интернет. У нас открывается обновленная экспозиция ледовых скульптур в царстве вечной мерзлоты. Раньше у нас эта экспозиция, она существовала, но в этом году, к 30-летию юбилею ювелирного дома Керга, мы решили его обновить для наших гостей, для наших жителей. Экспозиция является частью туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты». И все посетители ледяного комплекса могут насладиться новыми экспонатами. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Перейдем к новостям спорта. Сегодня якутская «Заря» проведет второй матч с Ямалом в рамках серии 1/8 финала чемпионата России по мини-футболу. Встреча пройдет на домашней арене соперников в Новом Уренгое. В первой игре данного противостояния якутяне одержали победу со счетом 5-4. Согласно регламенту турнира, победителем серии становится та команда, которая первая одержит 2 победы. Напомним, «Заря» вышла в решающую стадию чемпионата с 5-й позиции западного дивизиона, а Ямал квалифицировался с 4-го места Восточной конференции. Стартовый свисток второго матча данного противостояния прозвучит сегодня в 22:30 по якутскому времени. 150 спортсменов из разных регионов страны приняли участие в чемпионате и первенстве России по Северному многоборью. Соревнования прошли в Магадане. Всего было заявлено 11 команд и 5 дисциплин: тройной прыжок, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тензиана на хорей и прыжки через нарты. Сборная команда из Якутии выехала в полном составе, в том числе нерюнгринцы Диана Павлова и Илона Прудникова. По результатам чемпионата якутские спортсмены заняли первое общекомандное место. Соревнования прошли очень на высоком уровне организационном. Было также, в Магадане вообще впервые проходит такого масштаба соревнований по Северному многоборью. Пришли очень много спортсменов, все очень подготовленные, показывали хорошие результаты. Было установлено 3 новых рекорда России. Это по метанию топора, по прыжкам через нарт и по метанию аркана на хорей. В Якутске выявят сильнейших лыжников. В местности Зеленый Луг стартовал 10-й по счету лично командный чемпионат республики по лыжным гонкам. Спортсмены определяют победителей и призеров в 3 дисциплинах. На соревнованиях побывала Мария Кардашевская. 85-летний Степан Абрамов с детства занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Для милиционера с 53-летним стажем нет другого стиля жизни, признается самый старший участник соревнований. Во время службы мужчина каждый год участвовал в спортивных состязаниях. Вот и в этот раз Степан не мог пропустить чемпионат по лыжным гонкам. Я вообще с детства спортивный мальчик был. Профессионально занимаюсь 68 года, прямо, за пределы республики я и читаю. По России много раз. Тольятти, Сыктывкар, Ижевск, везде были. Я в своем возрасте старше 85 3 раза победил. Все медали забрал. В течение 3 дней около 100 участников от 18 до 90 лет будут соревноваться за звание чемпиона. В первый день прошли гонки в классическом стиле на 3,5 километров. Во второй день на старт выйдут лыжники свободного стиля и пробегут дистанции 3, 5 и 10 километров. А в третий и последний день традиционно пройдет эстафета. Победителей ждут достойные призы от Управления спорта и Олимпийского совета республики. Данные соревнования, зимние виды спорта, 60 номинаций. И, значит, по 3 призера, 180 призов мы приготовили. Будем вручать победителям и призерам. Постоянно мы поддерживаем
Чтобы массовость больше здесь, в нашей республике, развивалась. И особенно олимпийский вид спорта. Но и это еще не все. Спортсмены с наилучшими показателями традиционно примут участие во всероссийских стартах. Мы уже участвовали на первенстве России в феврале этого года. Проходил он в городе Златоусте. Приняли участие 45 регионов и команда Казахстана. Наша команда Республики Саха – это в основном это только спортсмены из спортивного клуба «Чесхан». Мы заняли впервые 7-е место. Давно известно, что при занятиях лыжным спортом укрепляется дыхательная и сердечно-сосудистая системы, повышается устойчивость к вирусным инфекциям и заболеваниям верхних дыхательных путей. А благодаря таким спортивным мероприятиям можно еще и смело сказать, что лыжам все возрасты покорны. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.